under street lamp, red face flamed by the light. I'm going away, gone away, I'm gone away, and the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away, I'm gone away, I'm gone away, and the sun gonna shine on a brand new day for me, a brand new day for love, brand new day for me, brand new day for love. Yeah, I'm motorboating. I'm gone away, I'm gone away, I'm gone away, yeah. And the sun gonna shine on a brand new day for me, a brand new day for love, brand new day for me, brand new day for love, brand new day for me, brand new day for love, brand new day for me, brand new day for love. Yeah. Ёй, а я. Пачынаем эфір, шаноўнае спадарства. Як заўсёды на канале Народны рэпарцёр мы падымаем нязручныя пытанні, праблемы, якія існуюць у тых людзей, якіх, скажам так, змагарскі лёс закінуў у шмат каго ў проста новую турму. Што здесь адбываецца, чаму так, чаму не іначай. І перад тым, як пачаць, хачу падзяліцца з вамі добрай навіной. Увага на экран. Паважанае спадарства, сёння я скончыў аўдыёкнігу Сергея Пісецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». Хутка яна будзе ў адкрытым доступе. Нагадаю вам, што гэта праект спадара Залезняка і беларускага добраахвотніцкага корпуса. Яны гэта прысвячаюць тым ваярам, якія згубілі зрок на вайне. Жыве Беларусь, слава Украіне! Спадзяюся, гук хороший, сябры, дайце зваротную сувязь. Як чутно, шырым эфір. Васіліна, дзякуй за прасоўванне контента канала Народны рэпарцёр.
скончылі нарэшце кнігу, засталося тэхнічная праца і яшчэ я буду ўсё ж такі карэктаваць, таму што працаўнік студыі он паляк, магчыма, ён музыку нашай цудоўнай беларускай мовы успрымае не так, як патрэбна нам, беларусам, так, і я гэта пракантралюю, рэдактую паўзы магчымыя там, хаця мы, ў прынцыпе, адразу рабілі ўсё на чыста. Сябры, глядзіце, як спрацавала гэтая публікацыя на канале «Народны рэпарцёр». Культурная падзея как это справакавала, выклікала прыход столькіх ботаў. Вось. І я так не вельмі разумею, чаму. Может быть, таму што здесь беларускі добровольніцкі добраахвотны корпус, таму што тут вайна ва ўкраіне, не разумею. Ладно, если б там был, напрыклад, там Лукашенко, да, или Дэмсілы, хаця у Дэмсілаў ніякіх такіх інструментаў няма. Яны ў гэтым сэнсе вельмі так дрэнна адрозніваюцца ад лукашыстаў, хаця капіруюць, как бы, як яны працуюць. Ну, у них просто рэсурсаў няма. Вось, хаця Дэмсілы цудоўна разумеюць, што трэба працаваць у соцсетках. Так, сябры, сённяшняя тэма наша, як заўсёды, непрыемная. Гэта дапамога, сістэма дапамогі. Не то, што там дапамога, а чаму за столькі шмат гадоў, за столькі шмат, это мы тут ужо шосты год. Шосты год. І ў нас так атрымоўваецца, што аднім і зубы, і YouTube, да, і аперацыі там на нейкія там элементы там суставаў, да, а камусьці проста да пашол ты. Вось, і камусьці проста нічога. І сёння ў нас в гасцях будзе Аляксандр Краўчук, он у нас уже быў 2 тыдні таму. Вось, ну, мы з ім ўсё ж такі хочам абазначыць праблему значна глыбей. Дарэчы, я яшчэ вам перад тым, як ён войдзе ў студыю, скажу, што паводле ягоных гуказапісаў, которые я выклаў у YouTube, мне прыйшла з YouTube пані Маеця, значыць, жанчынка, якая працуе ў лекавіце, паскардзілася. Яна цалкам мае рацыю. Нагадваю ўсім, што на захадзе, да, у дэмакратычным свеце нельга выкладваць галасы, выявы людзей. Здымаць можна, запісваць можна, но карыстацца можна толькі у сваіх цэлях, скажем так. Альбо суд, альбо ў паліцыю, да. Вось, я тупануў. Вось, ну, все уже прыбраў, спадзяюся, што... Но все роўна там былі вельмі паказальныя запісы, і тыя, хто праглядзеў гэта ўсё, яны вельмі добра сябе уявілі, як гэтая сістэма работает. Ну, а цяпер, Аляксандр, здарова, прывітанне. Оп, чат, чик. Чуеш мяне? Слышу. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, слушатели канала. Мы в эфире. Очень рад. Мы в эфире. Понял. Значит, что я бы хотел сегодня рассказать, это, ну да, это дальше будет о помощи политзаключенным бывшим и людям, которые приехали сюда. Но я бы вначале хотел немножко вернуться к 2020 году, вот, и вспомнить немного, как все это было. После того, как были... Например, как были арестованы уже, скажем так, лидеры 2020 года протестов, на первую полосу вышли. Это Тихановская, Цепкало и всем известная Маша Колесникова. Маша Колесникова, да.
Ну, девушки, наверное, попали в такое большое внимание, у них, может быть, там закружилась от всего этого голова, и все надеялись на то, что все будет красиво, все будет, победа будет за нами. Но получилось как есть. І Потому каким чынам наша параза звязана з тым, што не прадумана сістэма дапамогі за мяжой ужо 5-ты год, як гэта звязана? Тым больш, што Маша Калеснікава гераічскі адседзела 5 год. Да, ей надо отдать, конечно, должное. Маша поступок, конечно, показательный, но я большого смысла в этом не вижу, потому что тюрьма никого ни лучше не делала, ни здоровее. Вот. А как это связано? Дело в том, что все эти события, они не были должным образом продуманы, не было никаких принято решений, не было стратегии для того, чтобы в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств быстро изменить политику хода протеста. В связи с чем получилось так, как получилось. Люди попали под репрессии, люди попали в тюрьмы, кто-то уехал, впоследствии и которых освобождали в 24-м, в 25-м году политзаключенных из тюрем, их выдворяли, в том числе и меня. Вот. И мы оказались здесь. Я уже, в принципе, естественно, в тюрьме не было должной информации. И когда мы привезли нас, вернее, уже в Чернигов на Украину, там дали телефоны, и я почитал первые новости о том, что делается в демократических силах белорусских в Польше, в Литве. И что-то меня как-то это зацепило в не очень хорошем контексте. Вот, потому что было очень много отрицательных постов в отношении офиса Тихановской. Ну, думал, ладно, приеду, увижу. Но когда я приехал сюда, вот, нас разместили в отеле сразу. Ну, кто хотел, мог там до месяца жить. Я же уехал к сыну. Здесь и в свое время, как меня арестовали, сюда же и привезли дочь, так как были серьезные опасения за их судьбу, вернее, за дочери судьбу несовершеннолетней. Вот. И что бы я хотел сказать, Ну, Саш, стал- давай все ж таки про дапамогу. Про дапамогу, ну, больш как бы грунтовно понятно, что у кожнай из нас, и я, и ты, мы я к лічым... этому подвожу. Я к этому подвожу. Нет, ты не думай, я у тебя не Вот забираю значит, слова. Вось, просто что я хочу дапамога. сказать, что изначально люди поверили нашим лидерам, Том Тихановской, и поддерживали ее. И когда мы оказались здесь, уже в Польше, что касается, я буду говорить только в отношении себя и только свое мнение, потому что у каждого будут своя судьба и свои какие-то также в этом плане, ну, скажем так, Ну, проблемы. Первое, скажем так, неприятный
который вызвал осадок, инцидент, получился у меня с ЦБС. Тогда я затрагивал эту тему, и она как-то, возможно, у меня эмоционально все это пронеслось, вот, которой руководит Елена Медведская. И я к ней обратился по поводу дочери. Значит, я ей написал, не сможет ли она оплатить курсы. Она меня спросила, какая стоимость. Курсы польского языка для дочери. Вот. Именно B2, так как она уже тут 2 года, но сейчас перед поступлением необходимы эти сертификаты. Что она ответила, какая цена? Цена, я спросил у дочери, она ответила 460 злотых. Она сказала, да, не проблема. Говорит, как будет договор, вы мне его сбросите. Я сбросил ей договор, но я же не подумал, что человек не поймет, что это за месяц. В общем, 2720. Она сказала, вы называли другую сумму. И после этого, ну что ж, говорит, значит, хорошо, раз это за полгода, я найду человека, может, спонсора какого, который это платит. И я, как бы, поверив ей, начал все это дело. Дочь пошла на эти курсы, и 2 месяца все это продолжалось. В конечном итоге она начала избегать со мной контактов. И я уже был вынужден позвонить ее, значит, там сотруднице Ермаковой, Слепило. Они очень сильно на меня рассердились за то, что я настоятельно это... Вот. В конечном Не, итоге... подожди, непонятно. Помощь, допомогу дали с мовой, с польской? Нет, Оплатили? помощь не дали, а она мне ответила, забегая уже вперед, что когда я выложил этот, скажем, наш такой разговор, переписку в наш внутренний чат, она там написала, я на вас в суд подам. Я же понимал, что это быть не может, потому что, во-первых, она публичный человек, во-вторых, там не за что и в суд подавать. Вот. И сказала, вы от меня больше ничего не получите. В итоге она исключила меня из курсов польского языка в отместку. То есть человек, который на сегодняшний день директор фундации ЦБС, в целях мести, личных неприязненных отношений исключает меня, человека, который прошел тюрьмы и вернулся сюда, инвалид. Тем более пользуется она не личными средствами, что она так поступает, а средствами... Средствами насколько я фундации. понимаю, То есть, Саша, получается, гляди, что фундации, которые поступают туда также и от правительства Республики Польша. Возможно, не от правительства, а от города Варшавы, возможно. Да, там есть. Но тут такая ситуация, что не одна она такая. Вот. И после этого Саша, я подожди. попытался... Подожди, Саша, подожди. Непонятно. Ты сказал, что курсы были с твоей дочерью, правильно? Потом Да. ты сказал, что Да. тебя с этих курсов Дочери попросили. она, я же сказал, что она написала мне, вы от меня больше ничего не получите, и исключила меня из курсов польского языка. Когда я выложил ее обещание в чат внутренний бывших политзаключенных, которые их вывезли, Понял, хорошо. вернее, освободили 15 декабря. Давай тогда так. В итоге вы курсы польской мовы с дочерью прошли?
Мы прошли, но тут помогли другие люди, и я также нашел другие курсы, которые оплатили другие фундации. Но я клоню к тому, что человек, ну, скажем так, или воспитание у нее не очень хорошее, или ей не понравилось, что я ее преподнес в свете таком, как что она не выполняет свои обещания, которые давала. И человек решил просто, ну, я бы сказал так, сделать подлость. Хотя Ну і што, как бы, Саша, так выглядае, што вы так на нее асабіста пакрыўдзіліся. Ну, вы ж панимаеце, што гэтыя людзі, которые працуюць у фундацыях, яны вельмі далёкія ад людзей, і яны па вялікаму рахунку пераследуюць сваі интересы, так? То бок, кто распределяет помощь бедным, да, тот, как правило, богатый, и ему на этих бедных глубоко плевать. Ну, я так образно карыстаюсь. У нас просто больше такая тема, чаму не арганізавана сістэма дапамогі. Ну, разумееце, вось гэта важна. То, што польская мова, так, это важно, но вам не аказалі на дадзены момант помощи по вашей инвалидности, вот это, как бы, ну, мне подается значно... Сейчас будем мы дальше понемножку, я вот все вот эти моменты расскажу, потому что в действительности же это все, ты правильно сказал, это длится уже 6-й год, после чего я попытался, ну, все-таки связаться с Тихановской. Вот, и 2 марта у меня это с ней получилось связаться. Тем более у нас, как я в прошлый раз говорил, мы в некотором смысле даже знакомы. Вот. Я ей рассказал об этой ситуации и высказал именно свое мнение о том, что фактически ими, как ей, Тихановской, ее офисом, за 6 лет фактически не консолидировано белорусское общество, оно разобщено. Они полностью изолировались, я бы сказал так, от этого общества. И нет между ними какой-то связи. Для того, чтобы была обратная связь и какие-то вопросы решались. С теми же, той же помощью все находится вообще не в прозрачном ракурсе, потому что невозможно узнать, когда тебе что-то будут делать, кто тебе будет делать, будут ли вообще тебе делать что-то. И дали вот, потому что ну вот, значит, я эти моменты Тихановской высказал, она сказала Леониду, я так понимаю, Мороз, который ее советник, чтобы он со мной переговорил, и я им отправил все это на почту и описал. Ну, я, конечно, это все сделал и написал в таком ключе, что приезжают в Польшу помимо людей с инвалидностью и пенсионеры, и люди довольно преклонного возраста, и хотел бы, чтобы они мне дали какие-то сведения о том, что они сделали для того, чтобы эти люди получили какую-то помощь в плане стабильности. Потому что никто из них, естественно, работать не может. И люди, можно сказать, находятся ну, сами с собой, не понимая, как это все здесь устроено и куда обращаться. Вот. То есть от Тихановской не было получено никакого ответа. Такое же примерно письмо я отправил и в Координационную Раду, там такой же ответ был, то есть никакого. Ну и после этого, значит, я часто, скажем так, обращался к корреспонденту Белорусского радио «Рация», которая согласилась осветить эту тему.
Я высказал свою точку зрения. Она позвонила, значит, в ЦБС Медведской. Та отказалась от э, того, чтобы прокомментировать. Ну, и она написала статью, которая вышла на белорусском радио «Рация», и просуществовала там всего лишь, ну, минут 30-40, наверное. Вот, поэтому... Так а что было в этой статье? Вот то, что вы зараз нам распавядаете, этот конфликт? Да, вот именно это то, что я рассказывал, оно там было где-то на минут 12-15, там и голосовое, и текстовое сообщение. Вот. Ну, я, значит, успел его и прочитать, и даже голосовое успел скачать. Вот. Но я не думал, что они его уберут. Не стал я обращаться, конечно, к руководству, потому что я так понимаю, что уже и этому белорусскому СМИ, белорусская радио «Рация» тоже, наверное, доверия большого нет. Поэтому, значит, на этом мы и закончили вот эти отношения с Медведской. Я, правда, там подготовил еще в местную мэрию некоторые жалобы по поводу ее такого неординарного поведения. Но я еще не отправлял, сейчас их немножко еще подкорректирую и отправлю. Мне интересно будет, какой будет ответ. Все-таки они же им так же, как предоставляют гранты. Вот. После этого, значит, на сегодняшний день, можно сказать, мы уже здесь полгода. И вначале меня как бы пообещал Ликовид что-то сделать, потом прошли несколько месяцев, они меня Ой, прошу прощения, подорожник, какая-то там программа, все законспирировано, так не поймешь и не знаешь, что там за люди. Потом они меня передали Ликовиту, те обещали вначале мне протез купить, посмотрели, что его цена большая, отказались, пообещали мне поменять тазобедренный сустав на эндопротез, потому что у меня как бы левой ноги нет и левый тазобедренный заменен. Вот сейчас проблемы с правым. Вот. И все вот это длится. Вот за полгода мне сделали только первое, к ортопеду завели, который там украинский ортопед был, который даже не мог выписать направление и сделать какие-то заключения нормальные. Он мне сказал, мне это не разрешают делать, непонятно, зачем они меня туда водили. Вот. Потом часть, когда я начал уже там скандал поднимать, забрал опять меня подорожник стоматологии. Вот. И на сегодняшний день, исходя за полгода, они мне сделали только, запломбировали 4 кариеса и поставили 2 импланта. Один, который, правда, оплатил сын, потому что 7 почему-то они не ставят. Вот. И они Слухайте, не закончены. Точно так же, как у Виталия Мороза коронки, или как они там называются, не поставлены. у Виталия не Вот. Мороза, у Виталия Скобрина, да? Сейчас я хочу Да, да. попросить, Александр, чтобы вы прервались, и мы посмотрим как бы мнение, которым делится другой политзаключенный Владимир Мацкевич, как ему помогли. Внимание на экран. Подождите, а что-то он не идет. Сябры, секундочку. Непонятно. Сейчас я его еще раз попробую притянуть, потому что очень такое интересное в плане для контраста видос. Сейчас я его И выведу на дали экран. там Вот он.
ну, нейкую дапамогу, падтрымку на першы час, здаецца, 1000, потым дом правоў чалавека выдзеліў тэлефон, кампутер. Вось. Потым на мяне выйшлі арганізацыі, якія займаюцца медыцынскай дапамогай, псіхалагічнай там і так далей. Ад псіхалагічнай я адмовіўся. Ну, а з медицинай пройшов обследование, все это было по страховці, ці там неяк от организации, все было забеспечено, поставили зубы. Ну, я ў гэтым сэнсе вельмі задаволены тым, што ну, як мне дапамагалі, як са мной абышліся. Ну, так, я там, сподеюсь, звук был. Ну, короче, если что, ему нормально помогают, ему сделали зубы, ему дали как бы денег, вот, фундации его нашли. І я просто как бы немножко тут чаму уздымаю пытанне, чаму няма сістэмы. То бок атрымоўваецца, што яму зрабілі ўсё нармальна, ён задаволены ўсім, вы ходзіце паўгады, ось, і вам зрабілі толькі там пару зубов. І вось гэта, ну, насамрэч непанятна, таму што, а хто гэта вырашае? І, напрыклад, мне, я вам шчыра скажу, паважаныя гледачы і Аляксандр, што у мяне, ну, пасколькі мы ж будуем новую Беларусь справедлівую, і я не разумею, чым, напрыклад, Мацкевіч каштоўней Краўчука, насамрэч, альбо якога іншага палітзняволенага. Тым больш, што атрымоўваецца, што медыйныя фігуры, да іх іншае стаўленне, ім дапамагаюць, ім нават даже купляюць там YouTube, ну, абсталяванне на YouTube каналам, об этом поразмаўляем ніже, то бок людзям дапамогі няма. А ім, пожалуйста, делайте эту грамадскую дзейнасць карысную. Вось. І я думаю, што гэта нужно абмяркоўваць. І што самае цікавае, я ж сам з'яўляюся часткай адной гісторыі, да, но гэта ввогуле зараз, ну, не пра мяне. Я просто нагадваю, што вот Саша кажа, я там написал, откажуць мне. Им вообще, ну, пофиг, я не знаю, как это зворушить. Тому что я написал у фонд, Международный гуманитарный фонд, что Buy Help с Леончиком, да, усхвалілі мне лекаванне зубоў. Потым яны там правараваліся со сваімі цьмянымі справаздачамі. Вот, и мне никто как бы не оказывает дапамогу. Ну, я-то ладно, я-то человек медийный, я там буду змагаться. Я им написал, меня скинули на Dissident Buy, меня скинули там на каких-то інших людей, которые не могут мне допомогти, да. Вот, и все. Так подождите, а кто правопереемник? Я таки не один. Вось, Виталий Скобрина, Жук с Италии. Вось, там яшчэ есть люди, и мы зараз хочам написать, ну, чуть ли не фон дер Ляйн, потому что, ну, понятное дело, что тыя, хто распрадзяляюць гэтую дапамогу, яны просто сами на гэтым узбагачаюцца. Вы можете сказать, что у меня нет фактов, а какие факты? Калі няма празрыстасці, калі няма справаздач, калі няма яснай сістэмы дапамогі, ну, так понятно абсолютно, что тут коррупция, и люди, которые при ёй, яны, как это, да, вот там пишут мне, жирком, да, салка берут с холодильника, перекладывают, вось, жирок остается. Вось так и у их. Так что вот видите, Александр, Владимиру Мацкевичу окей. Ну, не только Владимиру Мацкевичу и другим, насколько я знаю, известным людям. Тут же со мной вот и Феденич сидел в одном отряде. 11 сентября его освободили. Он со мной в одном отряде. Я видел, как его освобождали. На сегодняшний день, вот, буквально через 2,5 месяца ему тоже это тазобедренный сустав поменяли, никаких проблем. Со мной почему-то именно возникают проблемы, да и не думаю, что только со мной. Вот. Я думаю, что есть много людей, которые замалчивают это все, не хотят афишировать. И, насколько я понимаю, вот наш последний
вернее, до этого выпуск твоего, где я выступал в канале, вот, оно сыграло свою роль. Они под эту марку якобы я нарушил, значит, их договор, и они меня исключили из программы Ликовид. Но если брать уже договор, фактически договор был односторонний, а любой договор имеет, как правило, минимум 2 должен иметь каких-то субъекта. Вот. И у каждых должны быть одинаковые, по крайней мере, как обязанности, так и права. То есть они свои обязанности, вернее, их обязанности, я их вообще не знаю, но зато они мои обязанности использовали якобы для того, чтобы меня выкинуть из программы. Вот. И Ну, это, я Александр, хочу сказать, да. я хочу подточнить, поважанное господарство, я этот договор публиковал, показывал. Короче, згодно тому договору, и за то, что Александр рассказал про цены, про кошты, его выгнать за это с программы не могли. Там было конкретно прописано, есть конкретно прописано, за что могут выдалить с программы. Это там альбо выпил, альбо не ходишь, игноруешь, но за то, что он распавёў на маём канале пра гэта, там гэта ўвогуле не прадугледжана. За гэта выгнаць чалавека нельга, но мы цудоўна бачым, да, як гэта здзейсняецца. І просто, Саша, может, многие люди як бы такие думают, а чего он такой типа деловой, что он так как бы, ну, так себя поводит, типа, что ему прям дай допомогу. Я могу за тебя пояснить, но лучше ты сам потлумач. Почему ты такой, скажем так, чему ты такие дерзкие? Дерзкий? Ну, Ну, да я бы не сказал, что я дерзкий, просто, понимаете, люди из тюрьмы здоровыми не выходят. Как я уже говорил, немножко я чуть-чуть другое еще расскажу момент. Вот, значит, с лейковитом такой момент был. И приезжая, значит, на стоматологию к подорожнику, они уже точно такие же мне подсовывают договора. Типа, подпишите. Я говорю, подождите, ребята, у нас уже лечение идет несколько месяцев. И, ну, хотя оно там раз в месяц, раз в 2 месяца я посещаю этого врача. Вот. Говорю, как это, вы меняете правила среди, как говорится, оказания услуги. Вот. Ну, если вы не подпишете, мы не будем вас лечить. Я говорю, хорошо, я подпишу этот договор, но давайте с вашей стороны вы определите свои обязанности. И мы подпишем это как должное. То есть вы меня там пишете, вот за сколько вы меня, значит, закончите лечение, как это, какие дни это будет. И мы подписываем обоюдно договор, который имеет действительно какую-то юридическую силу и который фактически, ну, защищает обе стороны. Ну, в общем, фактически после этого случая я не стал, хотя мне на тот день они говорили, вот сегодня мы вас полечим, вот, но больше мы вас лечить не будем. Я не стал это делать, потому что должен был доктор у меня коронку снимать, и фактически я вообще есть не смог бы. Поэтому придется мне обращаться к другому доктору. Вот. А что касается дерзости, ну, я бы не сказал, что дерзость. Это люди, во-первых, с тюрьмы не выходят здоровыми и, скажем так, с психикой идеальной. И когда они выходят, они рассчитывали, что действительно им помогут, о чем и афиширует тот же офис Тихановской. И они представляют, как говорят, это так называемый офис, наши интересы белорусов. Хотя, насколько я помню, там сколько проголосовало 2113 да, особ. 2000. Да, 2113. 2113 особ, ну, ребята, ну, это же смешно.
Это смешно. Это значит, за 6 лет или за 5,5 лет Тихановская вместе со своим офисом, вместе с этой координационной радой, они просто утратили доверие. Нет к ним доверия, вот в чем дело. И мало того, что нет доверия, они даже не смогли вокруг себя консолидировать людей, чтобы люди видели, кому обратиться, кому можно пожаловаться. Потому что вот эти все фонды, их столько понасоздавали, и мы видим, чем это все заканчивается. А это заканчивается вот байхелпом, это заканчивается тем, что нет нормальных отчетов, системы непрозрачные, отношение, скажем так, индивидуальное, то есть к одному нормальное, к другому нет. Ну, система как бы сама себя и пожирает. Тихановская, как приехала сюда после получения средств от Лукашенко, могла многое сделать, но фактически все она провалила. Ну, я думаю, что это благодаря ее подсунутых ей этих так называемых советников. Ну, вы же видите, кто там. Это Лебедько, это Ну, слухайте, Александр, а как вы думаете, вот эти вот сродки, да, которые там было больше там за 300 мільйонів доларів, да, як думаєте, можна було їх нейкім чынам так выкарыстаць, чтобы просто дапамагти беларусам у замежжы? Я не кажу толькі пра палітзняволеных, таму што ёсць іншыя ўразлівыя групы. Ці не? Конечно, это можно было сделать. Но я слышал сумму где-то в 500 миллиарда где-то. Это там были деньги и Евросоюза, и американские деньги. Вот. Ну, не ведаю там. По-моему, было 300 миллионов я точно чуў там, что было, и они там про Латушка про их сказал. Так, добро, давайте Ну, они почитаем. выкористали их. Они выкористали их. Мы же знаем, что у кого-то, у Леончика там или у кого где-то там дом в Англии. Ну, пускай это слухи, но Нет, слухи это не не рождают. слухи. Это не слухи. Это У уже не меня слухи, есть, да? у меня есть, я, если хотите, вам дошлю. У меня есть, у него квартира у Лондоне, у добром районе за 400 миллионов фунтов, за полмиллиона, пробачьте, за 400 тысяч фунтов. И одна квартира на Макотове в Варшаве, но она значно тоннейшая, там, по-моему, за 120 или за сколько. Ну, Макотов это это всё. хороший район. Это хороший район Макотов. Вот. Так, ну что, давайте почитаем чат. Тут к вам пытанні ёсць. Так. Гук-гук-гук. Всем привет. Василина, дзякуй вялікі за донат. Так, вось, поправочка Недведская, она не кіраўніца фонда, яна... Там кіраўнік, прэзіс, там Кобец Владимир, у которого 28 фундаций, проспект перед усім. Вось, а она там просто чалец Нет, фонда. нет. Она, вы посмотрите, в интернете я открывал это все, она директором числится. Ага, ну окей, ладно. Ну, оно может не суперечить одно одному, Что, может, что она и касается директор, но... Кобица, что касается Кобица, да, он там, ну, скажем так, входит в правление. Да. Потому что фирма Прайсис. Простор там была, и она есть. Да, там много других фундаций, но надо тоже вспомнить, кто такой Кобец. 10-й год. Человек посидел месяц на Крестина и подписал договор с КГБ. Да, он очень такой... Ну, он признался в этом, да? Ну и Так, что? Адкуль гэтыя людзі, якія вырашаюць, Меня, каму между даць прочим, дапамогу, а каму не? Хто даверыў ім грошы? Ну, вось гэта да, гэта вялікае... Ну, это, блин, вообще, это пытанне з пытанняў, таму што мне падаецца, што зараз я, можа, там спачатку і не, но зараз мне падаецца всем відавочна, што гэта проста раздзірбаніванне грошай ідзе, і гэтыя людзі толькі зарабляюць там самі на сябе, на свой дабрабыт.
Так, нічого ми не будуем. Да, согласен, нічого ми не будуем. Філосафу треба було не отказываться от психологічної допомоги. Ну да. Так, 120 тысяч долларов, которые выделили непонятные спонсоры на всякие гульни. Это как называется? Ну, вы маете под увагой игры его, ну, не знаю там, не знаю, как это называется. Так, так. А на них в суд реально подать? Вот Усов судился вроде с нашей Нивой, но о результате не слышно ничего. Кстати, в суд, ну, блин, ну, я думаю, что это вельми праблематычна падаць на них у суд. Хутчэй за ўсё, яны нішто не парушаюць, а калі парушаюць, то там ніхто не будзе даваць... Вот Мельникова, да, Саша? Украла грошы, да, там 120 тысяч, я думаю, что больше. И что? И кто на яе подал? Какая структура подала европейская на Не, ну нее? так самое интересное, что до сих пор ее защищают, понимаешь? Ну, я просто про то, что никто не подал. Я думаю, что они все это держат тихо, тихо, тихо. Которые, да, Я мог бы сказать по этому поводу свое мнение, что, понимаете, если бы было кому интересно навести там порядок, он был бы уже наведен. да, это Поэтому точно. Это точно. Бабосы они пилят при поддержке европейских коррупционеров, которые на это не бесплатно закрывают глаза. Я думаю, что да, вот о чем я хотел сказать. это вот то, что как бы типа как зворотный бок демократии, да? Вось такой, да? Типа, да, мы на захад, а тут глядзіце і просто, да, і чым гэта адрозніваецца, допустим, ад карупцыі Лукашенко? Ну чым? Там дапамагаюць сваім, і тут дапамагаюць сваім. Застанется Кравчуку нечто, ему дапамогуць, там что-то там поставят пару зубов. А не застанется, а так нет, так слухайте, так это еще как бы с Кравчуком такая история. А колькі людей, которым ввогуле нічога не дали, колькі их, которым дали по 300 евро, вось, колькі таких. Это просто что их гучно вызволили с гэтымі партиями, да? Ну, и там как бы... Если бы, Сергей, я перебью, извини, если бы это была бы не настолько разрекламированная и в СМИ не публикуемая вызволение, то я думаю, что намного все было бы печальнее. Ну да, ну вот глядите, например, да, Северинец, да, вот его кейс. То есть чел вышел, вот, собирает на что? Он собирает в том числе оборудование, камера, звук, свет, частичное покрытие расходов на печать книги, тюремных рисунков, стихов и пословиц, развитие собственного канала 1000 евро, да, организация презентаций книг в Литве, Польше, Украине, создание серии видеороликов об истории, менталитете белорусов. Бля, ну вот блин, люди, ну, людям, ну, здоровье там не за что поправить, да. Кстати, вот этот вот сбор, вы можете сказать, что это типа люди собирали ему. Этот сбор зачинили вельми хутка, за день ці за два, то бок. И я не думаю, у меня нет доказов, можете сказать, что я накидываю, но по 5, по 10, по 15 да, люди накидали за один день, за два. Я помню, яшчэ эфир был, не знайшоў я яго, то на один день Павлу, и он так востребованы, что там Вечерка, по-моему, говорил, что ему там за день насобирали. Фундации ему накидали Да, это просто. было на 7 тысяч. Про 7 Да, тысяч 7 разговор. тысяч. Да, 7 тысяч. А вот смотрите, дедок, да, сумма сбору. Ладно, это не важно. Реклама на Телеграм ему нужна, на YouTube, блядь, на абсталяванне, на гук, на послуги монтажера, на друкованне книг, на переклад книг. Ну, бля, ну это вообще как бы, да еще ему, я не знаю, он там Лолиту пишет или что. Понимаете, да, это вот из его, он там не насобирал 8 тысяч, насобирал меньше, но просто, им просто как бы дают нужным людям, да, им дают в ущерб тем, кто нуждается, возможность займацца грамадскай дзейнасцю. Толькі пытанне, кому гэта патрэбна.
Каму патрэбна дзейнасць грамадская Міколы Дзядка, который полностью в зашкваре, да? А каму, ну, не ведаю, может, камусьці і патрэбна, я нет, сябры, вы только не подумайте, что я кажу, что не трэба дапамагаць палітзняволеным севярынцу Дзядку Мацкевічу, трэба. Но просто вы бачыце вось гэты контраст. Это еще добра, что Саша Кравчук забил на них и не боится, и то, что он выходит и про гэта гаворыць. Понимаете? Это вельмі добра. И скажите ему за гэта дзякуй и поставьте лайк нашей перадачы. Потому что ён показывае прыклад, як себе трэба паводзіць і нагадвае нам усім, за што мы, воевали, за што мы сидели ў турмах. За такую новую Беларусь, каб щериться, бояться, каб вот эти вот радиорация, яны ж не толькі вашу статью прибрали, чтоб яны прибирали артыкулы, это демократия. Они ж еще и Новикова прибрали артыкул, так само Андрея Новикова, которого отседзеў у турме 2 разы, и зараз яго попросили с Польши, типа ему можно выехать у России, ці в Беларусь, гэта типа не опасно. Вот. Так что, сябры, то, что мы будуем, и то, что гэтые пытанні трэба ўздымаць, потому что вот приезжают люди, да, вот, Саша, ты бы посоветовал бы кому из Беларуси после тюрьмы сюда вот ехать, когда они тут зовут, мы всем поможем? Ну, вы знаете, я думаю, что это они зовут потенциальных заложников для них же, чтобы они под них бабки, ну, скажем так, гранты получали. Ну, складана. Ну, в смысле, мне это все зразумела, сябры. Мне зразумела, что гэта люди не Но белорусские. сюда я ехал, ну, у меня немножко другая ситуация, вот, значительно лучше, чем у других, потому что мы и ранее собирались переезжать в Польшу, вот, то есть, но люди, которые фактически приезжают сюда, у кого здесь никого нет, которые брошены на произвол, они здесь фактически живут на выживание. Это я просто некоторых знаю и с некоторыми общаюсь. И, ну, они на сегодняшний день вот боятся. Тот же пример Димы, как это его... которого с Литвы выдворяют, как фамилия? Дима Скиндерев. Скиндерев. Ну, понимаете, это странные какие-то решения принимаются, и когда-то это все, скорее всего, будет понятно и видно, но на сегодняшний день это, ну, фактически человека отправляют обратно в тюрьму. Ну да, с ім такое цікавае, тому што ён как бы падымае пытанні пра карупцыю. Я думаю, што літоўскай дзяржаве трэба будзе добра патлумачыць гэта ўсё, таму што тут мне ідзе званок, мяне не бачна, спадзяюся, што мяне чутно. Зараз пачакаем, сябры. Хтосьці мне там тэліць і сбил меня с этого. Не ведаю, зараз я поспробую. Так, настроить. Нет, все как бы тут окей. А может меня уже больше... Оп, будет бачно, окей. Окей, сябры, сори. Так, ну что, сябры, будем тады на гэтым развитываться 50 минут мы у эфире. Еще позволите пару фраз сказать. Конечно, конечно. Из нашей партии девушка, значит, мне как-то позвонила и сказала, что писала в этот Хельсинский фонд по поводу тоже неоказания ей помощи, на что фонд ей ответил: обращайтесь в фундации, которым выделяются средства. Вот и все. Ну да, я думаю просто, что людям трэба аб'ядноўвацца зноўку, и тут таксама, и не трэба бояться. Вот, потому что по-другому никак не будет. Да, вот хочаце, вот мы с Сашей ёсць Віталь Жук, ёсць яшчэ там пару чалавек, и мы зараз напишем фон дер Ляйен и скажем, что такое?
мадам фон дер Ляйн, вы выдзяляеце грошы, даёце нашым дэмсілам. Я не кажу, што яны іх краднуць. Самае галоўнае то, што яны не справаздачацца і даже і думаць пра гэта не хочуць, пра ніякія справаздачы, і яны не выбудавалі сістэму дапамогі, не выбудавалі, хаця грошы на гэта выдзяляюцца. Там, ну, знаешь, как говорят, в мутной воде легче Да. рыбу ловить. Да. Ну што, Александр, дзякую вам за эфір. Будзем на И вам гэтым большое спасибо. Да, кажыце, Всем жыве доброго. Беларусь, я яшчэ пару слоў скажу людзям на развітанне. Лично. Всё, добра. Да пабачэння, Александр. Так, Паважанае паважаныя, спадарства, сёння я ух ты, что тут у меня скончыў где-то идет? кні- Секу, аудыокнігу сейчас я вырублю. Сергея Почему Пясецкага она у меня «Каханак идет? вялікай Секундочку, сябры. мядзведзіцы». Вот, оп. Так, ну что, паважаныя сябры, я ж дзякую, што былі, актыўнічалі. Я лічу гэтыя эфіры вельмі патрэбнымі. Магчыма, яны такія, как бы, я бы сказал, может быть, там, да, скучнаватыя, может быть, гэта не ўсім цікава, канешне, да, но гэта ідзе проста, как бы, фіксацыя фактаў, фіксацыя людзей, якія незадаволены дапамогай, і яны задаюць, как бы, нармальныя пытанні. Я вам скажу, што Александр, он жыў у Беларусі, ён займаўся, у яго был, ну, калі я не памыляюся, там нейкі бізнес, просто он упэўнены ў сябе чалавек. І он у іх пытаецца, што канкрэтна вы мне дапаможаце, каб ён ведаў, на што ён можа разлічваць, на якую дапамогу. Таму што і ні ў кога там, ні ў мяне там нет такого, вы мне обязаны. Ну, нет такого, вы мне обязаны. Но калі вы даете іншым людям, да, которых я вот показывал, да, тогда почему вы это даете не всем? Вот в этом же вопрос. Свобода, равенство, блядь, и братство. Так а почему брат Мацкевич, чем он лучше, чем брат Кравчук или брат Петрухин? Чем он лучше? Потому что он философ, который всю жизнь жил на грантах, да, и тот же там Северинец, да, и тот же там этот дедок, там и еще там другие товарищи, да, чем они лучше? Чем простые люди, которые поверили, пошли в эту, ну, сейчас уже понятно, что это, да, послушали, но все равно как бы было круто, было весело, вот, но, ну, мы же видим, да, как живут они и как выживают другие. И это абсолютно никак не оправдывается, потому что калі вы з'яўляецеся і з вами размаўляе захад, вы з'яўляецеся там нібыта лідарамі, павінна быць справаздача, і вы павінны несці адказнасць за людзей, якія вам поверылі. Иначе, так не, ну понятно, что вы просто там, что это пройдохи, пройдисветы, да. И показальный выпадок со Скиндеревым, да, то бок, это может, будешь пиздеть, поедешь как Скиндерев, да, ну не поедешь, а будешь позбавлен, значит, ну, вот будут у тебя проблемы. И я так понимаю, что яны могуць гэта зрабіць і тое самае с Новиковым, который, ну, скажем, вёл себя борза. І яшчэ, паважаныя сябры, вельмі вас прашу. Я уже у мінулай праграме казаў пра адну кіраўніка шэлтара, якая паводзіла сябе не вельмі добра, на ее, значит, скардзяцца люди, что там туалетную бумагу надо было свою покупать, там стиральный порошок, что там все было вельмі непонятно. Сябры, вось, бярыце прыклад с Александра. Прыходзьце сюды і расказвайце. Таму што я больш чым упэўнены, што за кошт палізняволеных, за кошт іншых людзей яны устаўляюць і лікуюцца самі, лікуюць сваіх знаёмых. Я ў гэтым упэўнены. У меня няма фактаў. Но калі, напрыклад, зубы не получил там жук, то их получил Кабанов за 10 косарей, напрыклад, да? А если у того же этого Байхелпа есть там папа, мама, ой, они у него все эти КГБисты, все у него в Беларуси, понимаете, про что я говорю, да? И еще последний момент. Я когда обращался по поводу зубов, мне там направили на Диссидент Бай дал мне корзину в Lidl, магазинную, да, продуктовую. Вот. Очень как бы хорошая штука была. И сейчас я узнал про другую корзину,
в чем она была хороша? В "Лидле" очень как бы хорошие скидки. И пробачьте мне за мелочность, я, живу этим, да, и, например, мне купить в "Лидле" мясо там за 8 злотых, да, и вот сейчас как бы я увидел там другую корзину. То есть человеку с "Аушана" там или с этого, "Кауфлянда" привезли мясо за 20 злотых. То есть, смотрите, у меня была такая как бы карточка, которую я пришел в магазин, и то, что надо, мне купил. А ему дают типа корзину, вот в Литве так дают, да, на 60 типа евро. И там такие цены. И я вот думаю, даже, бля, даже вот тут, вы понимаете, то есть, да, то, что можно в Лидле, вот как я ходил, покупал мясо, блин, за 2 евро, а тут ему привозят за 5 на квартиру, на какое-то там такси. Понимаете? То же самое касается и круп там, макаронов, бля, ну просто, ну такие цены там, ну. Я вот думаю, блядь, ну, жирок так пальцем липнет, и вы скажете, что это мелочь, но насамрэч не мелочь. Чаму я сам не могу, вот как я, чаму вот чаму не может чалавек сам пайсці выбраць, што яму трэба, да? Потому что в "Лидле" и в "Бедронке" там ну, танные товары, там постоянно, ну, для нас, да, для многих горемык, да, это лучший вариант, да, потому что я, например, в "Ашан" и в "Кауфлянд" вообще не захожу никогда, вообще никогда, потому что знаю, что там, ну, дороже, чем в "Лидле", в "Бедронке", там намного, да. Вот. И куда ни ткни, везде, да, те, кто распределяет, для бедных тот, богатый, да, Новиков, Андрюха, дякую тебе за этого Жванецкого. Я кинул там, очень точно, да, кто занимается помощью бедным, тот этим занимаются богатые люди. А коли приходит бедный, то он хутко становится богатым. Потому что распределять это всегда клево. Но это, я вам нагадываю, гэта слёзы, пот, кроў палізняволеных, і вы, за гэта вам карма прыляціць. Карма прыляціць і за парашкі, за шэлтары і за всю такую херню, потому что вы ведаеце, што гэта насамрэч херня. Сябры, забегаю ў чат, не буду вас трымаць. 54 чалавека, все только все: "О, Лос-Анджелес, здорово!" Так, а у іх, усе раўны, а хтосьці раўней, лукашызм 2.0, Тихановшина. Да, ну как бы Lidl и Kaufland. Kaufland намного дороже. Kaufland намного дороже. И, ну, Березовый рай, дзякуй за донат. Значит, дзякуй за размову, сябры, дзякуй за размову. Просто вот это, ну реально неприемная ситуация, и вельмі дрэнна, и как ее поменять, неведомо. Но если мы будем молчать, если там, там говорят, не ходи к Петрухину на эфир, будет хуже. Ну, сябры, так на во что тогда мы сидели, на во что мы сидели? Их нужно расшматать. Их все равно не будет у Беларуси. Яны там не патрэбны. Яны тут, пакуль з імі размаўляюць, іх зрабілі, іх каранавалі, яны не будуць іх не павінна быць, потому што народ беларускі іх не выберыць, таму што яны бачаць, што яны робяць. Карма, что за новый дрон, не слышал. Вот. И я скажу, поважанные, те, кто выходит с тюрем, и когда вы будете думать ехать сюда, подумайте хорошо. Если вам ничего не грозить там, не едьте сюда. Потому что э, вот у Кравчука, у него был там громкий, их там выкинули с краины, им что-то помогает. Если вы просто приедете, я вельми сумнеюся, что толькі калі вы разлічваеце самі на сабе, понимаете, да? Толькі калі тады да, тады едьце, калі вы маладыя, едьце. Никому вы тут не патрэбны, ни Польше, ни Литве. Дым силам вообще не патрэбны. Только як единицы, под которых можно брать ну, гранты, просить, вот палізняволеныя, да? Вот, что вам з гэтага застанецца, ну, лучше не трэба, калі вам там нічога не загражаюць. Должна быть составлена типовая продуктовая корзина, ее сумма должна быть озвучена и выдана. Все правильно, да, все правильно. Пришел, что захотел и выбрал там. Я вообще не знаю, зачем это усложнять, чтобы еще и таксист заработал, да. Мало того, что в этих покупается в этом в Кауфлянде там или в этом в Ашане по большим ценам, так еще их и человек, который привозит, зарабатывает. И угадайте, кто таксист? И, конечно, это не поляк. Вот. Так, хтосьці есть шурную ікру, добрую справу.
Так, добра за теплые слова. Я просто спадзяюся, да, что это, конечно, там не хітовыя перадачы, там не, ну, я все-таки думаю, что яны патрэбны и чтоб люди глядели на тех, кто не боится, потому что Кравчук, я считаю, что он малайчына, и Жук малайчына, и я малайчына, потому что мы кобрынские хлопцы, а кобрынские заўсёды стаяць да апошняга. Ну, яшчэ там один ёсць з гэтага, з пастав Новіков таксама стаіць за это. Все, сябры, на гэтым я з вами развітваюся. Завтра я выходжу ў эфір з Ксюшай. Вось, сябры, хто хоча, можа, кажуць, што гэта моя дзяўчына, подружка, вось, ніколі яе не бачыў, вось, і просто мне падабаецца весці у дваіх. Вот з вірусам вялі, будзем яшчэ весці. Вот, с Ксюшей, кто мае штосьці сказаць, кто хочет в таком формате себя попробовать, магчыма, у вас атрымаецца, пишите мне. Кто хочет выйти у эфир, мы можем подхватить и поразмаўляць. Кто хочет быть со мной напарником, калі ласка, давайте выйдем, абмяркуем. Это будет цікава усім, я думаю, да? Вось. І хто мае штосьці распавесці цікавае, калі ласка, распавядайце. Вось да мяне звярнуўся человек, который расскажет подноготную борьбу бумажной фейковой партии. Он уже мне много что рассказал. Есть в этом, на Патреоне на моем есть эксклюзивно для подписчиков, для этих спонсоров и патронов. Вот, он бывший, я бы сказал, функционер, пусть он там не обижается, он занимал посаду там руководителя не ячейки, и дал мне очень классные расклады. Я в неделю мы с ним сустракаемся, долучайтеся до эфира. Ну, а завтра будем с Ксюшей. Живе Беларусь, слава Украине, Боже, храни Америку, и нех жие Польска. Ён не з офіса, ён з двароў, дзе жыццё гаворыць з намі. Камера ўключана, круг наперад, і праўда ўжо перад намі. Калі ўсе маўчаць, ён кажа, калі крычаць стоп, ён ідзе. Калі ты бачай выйне, а ты вярнуся, значыць яшчэ не перамуся. Народны рэпарцёр, голас вуліцы, прамая размова. Народны рэпарцёр, пытанне людзей нас не прымусяць маўчаць ніколі. Яму кричали: стой, свой рот закрой. Ціснули страхом и турмой, але чим мацней стискали круг, тым гучней становился дух. Народный репортер, голос вулицы, прямая размова. Народный репортер, пытанне людей не прымусяць маўчаць ніколі. Хтосьці мяняе словы і экран, але сутнасць не мяняецца з намі. Камера не тае, хто быў і кім учора, і гэта не схаваць новымі імёнамі. Народны рэпартёр, голос вуліцы, прамая размова. Народны рэпартёр, пытанне людзей нас не прымусяць маўчаць ніколі. Сёння Пятрухін, заўтра кожны з нас. Пакуль працуе камера, праўда жыве ў нас. Жыве Беларусь!
Ой, слава